эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Реализация нового майского указа, который подписал президент России Владимир Путин, принципиально изменит содержание и внешний облик страны. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дичковский. Он также отметил, что Якутия станет одним из лидеров по выполнению майских указов. Я думаю, что сейчас Россия развивается очень динамично, растет экономика. Якутия всегда являлась флагманом, прирост ВВП значительно выше, чем в среднем по России. По моему мнению, Якутия вносит серьезный вклад в то, что Россия войдет в пятерку передовых экономик мира, сказал он. Алексей Дичковский также обратил внимание на то, что в указе ставится серьезная задача по увеличению средней продолжительности жизни. Так, к 2024 году этот показатель должен составить 78 лет. Для республики это решаемая задача. За последние 10 лет у нас очень серьезно этот показатель улучшился. Сегодня мы лидеры в Дальнем Востоке, у нас более 71 года этот фактор составляет. И в принципе вот те задачи, которые ставятся в указе, довести до 2024 года на 78 лет, это для нас, я считаю, что по тем темпам, которым у нас идет увеличение, это очень такая нормальная, решаемая задача. Алроса в апреле 2018 года реализовала алмазов более чем на 396 миллионов долларов, что почти на 28% превосходит показатель аналогичного периода предыдущего года. Продажи бриллиантов в денежном выражении составили 9,1 миллионов долларов. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. В январе-апреле продажи компании в денежном выражении достигли 2 миллиардов долларов. Общая стоимость реализованных алмазов составила почти 2 миллиарда долларов. Бриллиантов около 33 миллионов долларов. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров, прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора Алроса Юрий Акаемов. Более 13 миллионов рублей предварительно необходимо на оказание помощи населению Амгинского района Якутии, пострадавшему от весеннего паводка. Всего на предупреждение и ликвидацию последствий паводка в резервном фонде правительства Якутии в этом году предусмотрено более 120 миллионов рублей. Напомним, в 2017 году общая сумма ущерба от паводка по всей республике составила более 262 миллионов рублей. В 2015 и 2016 годах превысил 100 миллионов рублей. Итого, за последние 3 года сумма финансирования аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий весеннего наводнения составила более 467 миллионов рублей. Предпринимателям Амгинского района, туристические базы которых сильно пострадали от паводка, также возместят ущерб, например, льготными кредитами. Такое поручение Министерству экономики и Министерству инвестиционного развития и предпринимательства республики дал руководитель региона Егор Борисов. Накануне он посетил район и отметил, что для проведения аварийно-восстановительной работы понадобятся большие средства. В этой связи он предложил перенести проведение спортивных игр народов Якутии на следующий год, которые должны были состояться в Амге в начале августа. С учетом сложившихся обстоятельств финансирование лучше перенести на восстановление Амгинского улуса от паводка. Подумайте, решите, потом мне сообщите, обратился Егор Борисов к жителям. Минфин Якутии официально опроверг слухи о потере финансовой самостоятельности республики. По официальной оценке Министерства финансов Российской Федерации, Якутия находится на 4-м месте среди 9 регионов Дальнего Востока и на 32-м месте среди 85 регионов России по уровню безопасности государственного долга. Кроме того, долговая нагрузка государственного бюджета определяется не размером госдолга в рублях, а в его процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам субъекта. На сегодня общий размер долговых обязательств Якутии составляет 50,6 миллиардов рублей. Уровень долговой нагрузки 43,1%. С данными показателями Якутия входит в первую наиболее благополучную группу среди всех субъектов России, объем госдолга которых находится на экономически безопасном уровне в пределах 50%.
Якорный резидент территории опережающего развития Южной Якутии компания «Колмар» приобрел новую партию автомашин специального назначения для работы на горно-обогатительном комбинате Инаглинский. Для работы было приобретено более 20 единиц спецтехники. 7 автосамосвалов Caterpillar 777 уже готовы к долгосрочной эксплуатации. Запуск самосвалов нового поколения позволит увеличить объем вскрыши до 240 тысяч кубических метров в месяц. Также автопарк компании пополнился мощными бульдозерами Liebherr. Управление машиной осуществляется джойстиком, что позволяет работать точность и с большой производительностью. Кабинет министров Якутии рассмотрел концепцию совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики. Документ направлен на определение подходов по повышению заработной платы работников бюджетного сектора до 2024 года. В том числе особое внимание уделено восстановлению возникшей дифференциации в оплате труда работников с учетом реализации майских указов президента страны 2012 года. Главными направлениями концепции являются повышение минимального размера оплаты труда и задача по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан. Необходимо достигнуть равновесия в вопросе дифференциации заработной платы высококвалифицированных специалистов и работников с низкой квалификацией. Исходя из реальной ситуации, необходимо проанализировать еще раз эти вопросы с экономической точки зрения, отметил премьер-министр региона Евгений Чекин и отправил документ на доработку. После доработки основных блоков концепции правительство разработает план действий по реализации документа. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.